Паводле Шайгу, захад падагравае міжэтнічную і міжканфесійную варожасць пры дапамозе інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіяў. Маўляў, каб не дапусціць каляровых рэвалюцыяў, Расія разам з краінамі глобальнага поўдня і ўсходу забяспечыць належны ўзровень інфармацыйнай бяспекі і захавання духоўна-маральных каштоўнасцяў. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. Шайгу яшчэ толькі заявіў, а Іван Кубракоў ужо зрабіў. Міністр унутраных справаў Беларусі асабіста правёў у Магілёве камандна-штабныя вучэнні, як душыць масавыя пратэсты. Адпрацоўвалі сярод іншага нейтралізацыю групавых парушэнняў грамадскага парадку і вызвалення закладнікаў. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы. Аналагічныя вучэнні, як спыняць пратэсты, прайшлі ў Віцебску, Берасці і Менску. Тым часам дзяржаўны прапагандыст Ігор Тур заявіў, што беларусаў ужо спрабуюць раскачаць і робяць гэта, на ягоную думку, праз сацыяльную сетку Threads. Я открываю свой Threads и вижу, например, исключительно протестный контент. И у меня вроде как должна создаваться иллюзия, что все в мире или в Threads, во всяком случае, они все за что-то одно. Хотя так, конечно же, не бывает. Сам Тур таксама завёў аккаунт у Threads і актыўна яго вядзе, каб супрацьстаяць апанентам і весці там сваю прапаганду. На сувязі прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Владимир Жыгар. Владимир, добрый вечер. Вітаем на Белсаце. Дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечер. Добрый вечер. Падаецца, Расія раней уже казала, што будзе дапамагаць душыць пратэсты ў іншых краінах. На прыкладзе Казахстану вось у 2022 годзе мы гэта ведаем. Але чаму ўвогуле зараз з'явіліся гэтыя заявы? Ці сапраўды, як кажа палітолог Павел Усаў, Украіна цяпер уплывае вось на гэтыя працэсы? Лукашенка і ягоны рэжым адчуваюць нейкую неўпэўненасць і слабасць Расіі і дзеля гэтага рыхтуюцца да нейкіх народных пратэстаў? Ну, смотрите, тут на самом деле ситуация может быть гораздо более сложная, потому что Россия не побеждает в войне против Украины. Белпол неоднократно рассказывал о том, что за последние годы на территории Беларуси возводят инфраструктуру военного назначения, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусское общество, милитаризируется белорусская экономика. И в принципе сейчас те заявления Украины, которые есть, они не беспочвенны. И ситуация может измениться. Да, не в ближайший там, день, два, либо месяц, но в такой краткосрочной перспективе ситуация может действительно измениться. И заявление России они очерчивают таким образом сферу своего влияния. То есть, если какая-то ситуация начнет меняться в этих странах в связи с тем, что, может быть, опять-таки, есть продолжение войны в Украине, могут быть другие конфликты, экономическая ситуация в той же самой России, мягко говоря, не самая лучшая, а она снабжает деньгами такие вот режимы, например, как Лукашенко, то ситуация в этих странах может меняться, но это все будет подавляться максимально жестким способом. То бок, я так разумею, што страляць у людзей гэта не проста запужванне, а это реально сцэнарый, які прадумваюць ужо наперад улады. Безусловно, при изменении ситуации экономической либо там военной, главной задачей режима Лукашенко будет удержать власть в своих руках. Потому что вы же должны понимать, что условно, предположим, да, что начались какие-то боевые действия, и в этот раз уже выйдут на улицу не просто люди, которые хотят, чтобы их голоса правильно считали, чтобы не было насилия, чтобы, не знаю, там были свободные СМИ и все прочее. То есть не те люди, которые хотят демократии, а просто выйдут обычные белорусы, которые вчера стояли, не знаю, там за станками, которые работают в магазине, потому что теперь их имущество, недвижимость подвергаются ударам, их знакомые и близкие могут погибнуть. И система будет делать все, чтобы удержать контроль в стране. Но тут тоже такой парадокс, что согласно статье 29 закона об органах внутренних дел, применение и использование оружия запрещено при большом скоплении людей, так как от этого могут пострадать посторонние лица. То есть, в принципе, когда мы говорим про массовые какие-то мероприятия, там даже сотрудникам никогда не выдавали оружие,
потому что была вероятность, пускай небольшая, что из-за этого может произойти какое-нибудь ЧП. А здесь так называемый министр внутренних дел говорит, что при каких-то массовых беспорядках, опять-таки, это массовое мероприятие, могут быть люди, которые участвуют в этом, могут быть те, которые проходят мимо. Он прямо говорит, потому что мы будем использовать и применять огнестрельное оружие. Это обозначает то, что любые люди, которые будут выходить против системы, там неважно, там, или ты мимо проходил, или ты активно участвуешь. Это люди, которые враги, и с ними будут действовать именно самым жестким способом. Владимир, таксама варта ўзгадаць, што падчас пратэстаў, пасля выбарчых пратэстаў 2020 года і тады выкарыстоўвалася зброя, і тады былі стрэлы ў людзей, і былі ахвяры. І калі мы параўноўваем сітуацыю сённяшнюю і мінулую, ці сённяшнія вучэнні, яны рыхтуюцца да нечага іншага. Ці ёсць нейкая розніца ў метадах падрыхтоўкі? Ці тут менавіта разглядаецца варыянт таго, што людзі, як вы кажуць, выйдуць са зброяй, альбо гэта будзе ваенны час? Ці ёсць розніца ў падрыхтоўцы? Ну, смотрите, вспоминая 2020 год, использовали и применяли огнестрельное оружие только лишь фактически там считанное количество раз. Даже то же самое убийство Трайковского – это использование спецсредств. То есть это были резиновые пули, но с очень огромной силой ударной. И поэтому этого человека убили. И здесь, и когда мы видим какие-то кадры, где тоже там стреляют, там, не знаю, там, с помповых ружей, они использовали именно спецсредства. И это не было, то есть, оружие летальное, то есть это условно там табельные пистолеты и так далее. Поэтому, а здесь напрямую говорится о том, что как только появится такая ситуация, будут применять огнестрельное оружие. Это уже, ну, как бы сильная разница. Если посмотреть на те кадры, то видно, к чему они готовятся. Они подготавливают личный состав. То есть это, как правило, это там сержанты, прапорщики, там, старшие сержанты. То есть, как правило, это не офицеры, не идет речь о офицерах. Они подготавливают бороться просто с людьми, чтобы... То есть там, вы же видите, что вдоль дорог там стоят условно женщины в белом, там с цветами, и они их готовят именно к такому. Они готовят, чтобы когда личный состав условно выйдет разгонять такого рода мероприятия массовые, чтобы личный состав не дрогнул. Потому что им-то все навязывают, что это все там, убийцы, экстремисты, террористы. А здесь перед ними просто вот такие люди, потому что они-то сами прекрасно понимают, что никто в нынешней ситуации не будет выходить против них там, с оружием, с какими-то там условными палками. Да, со временем этот протест может трансформироваться и радикализироваться, поэтому они не будут допускать ошибок прошлого, когда просто люди изначально выходили, они с этим ничего не делали. Они будут гасить любую активность на корню. Гаспадар Владимир, яшчэ такое ўдакладненне. Калі ў 20-й, яшчэ раз узгадаем, там была сітуацыя, калі магчыма, сілавікі гатовыя былі перайсці да народа, вельмі шмат задумваліся. Калі б уявіць сёння сітуацыю, якой варта ісці супраць уласнага народа. Ці яны б таксама сумняваліся, ці ўжо апрацоўка зроблена такім чынам, што адназначнае было рашэнне падтрымаць уладу? Што вам вядома пра гэта? Это непростой вопрос, потому что он не только зависит от системы, он зависит в том числе от общества в эмиграции. Потому что когда за последние, скажем так, 6 лет сначала мы слышали фразы там «милиция с народом», переходите на сторону народа, а потом люди переходили и, в общем-то, им начинали говорить: так вы же работали на систему, поэтому что здесь с вами разговаривать? То есть они же это тоже все видят, это все им специально показывают. И такое чувство, что люди, которые говорят, задвигают такие вот нарративы, это делают вообще специально. То есть сейчас уже в нарративы 2020 года там «милиция с народом», оно уже не сработает. Здесь важно понимать, какой будет контекст, по какой причине могут выйти люди. Сегодня я могу так бегло сказать, что причины могут быть 2. То есть это абсолютно пустой холодильник у большинства белорусов, что на самом деле очень маловероятно. Все-таки Беларусь находится в центре Европы, и до пустых холодильников еще далеко. И второе, это могут быть действительно какие-то боевые действия, которые будут прямо втянуты в Беларусь. И здесь уже будет вопрос там, подчиняться либо не подчиняться приказам, будет находиться в плоскости там, хочу ли я жить или я не хочу жить.
И вот от этого контекста и будет зависеть, будут ли эти люди выполнять приказы. Там никто не говорит, там они будут переходить на сторону народа, либо не будут. А будут ли они выполнять приказы, либо они их не будут выполнять. А вот пастаянна бачым, што прапаганда там і асабіста Лукашенко накручваюць беларусаў пра ворагаў на захадзе. Тут з Украінай апошнім часам бачым вось гэтае нарастанне напружанасці адбываецца. Тым часам Украіна паказала начынку арэшніка, і там апынулася, што электроніка вырабленая на менскім інтэграле. Вось гэты фактар Украіны і вось гэты факт, як ён будзе ўплываць? Будуць людзі пры выпадку, калі будуць нейкія баявыя дзеянні, кансалідавацца супраць улады, ці наадварот, яны будуць кансалідавацца вакол Лукашэнкі, як бы абараняючы свой суверэнітэт, там, як кажа улада і сілавікі. Здесь очень многое зависит от нас, как мы будем давать здесь месседж до людей. И если говорить про тот же самый интеграл, либо микрочипы эти, то разве для кого-то это является удивлением? На самом деле нет. И микрочипы это только там верхушка айсберга. И Беларусь поставляет огромное количество боеприпасов, и наши украинские партнеры, безусловно, в первую очередь получают всю необходимую информацию по данному поводу. Все эти условные 500 целей, которые есть. Я когда-то писал в Фейсбуке, в общем-то шутя, но что если кому-то нужны планы, чертежи лукашенковских резиденций, то, пожалуйста, обращайтесь в Билбол. Поэтому могу сказать так, в Украине эти все планы, чертежи давно имеются. И никого не должно удивлять то, что Беларусь активно помогает армии агрессора в войне против Украины. И вот эти микрочипы это ужасная ситуация, которая показывает эту вовлеченность. И только от нас, от демократических сил зависит, как белорусы поступят и поведут себя, скажем так, в час X. Потому что мы должны объяснять, мы должны это показывать всеми возможными на сегодняшний день способами. Тым часам, што могуць зрабіць беларусы ў сацыяльных сетках? Раней вось баяліся Фейсбуку, Тэлеграму. Потым спадарня Качанова спрабавала забараніць TikTok. Дакладней, там скаргі праз TikTok. Хоча нават крымінальную адказнасць увесці. Цяпер вось прапагандыст ТУР выказаўся наконт соцсеткі Threads. Маўляў, там адныя БЧБшнікі, якія хочуць забіць бацьку. Ваш прагноз вось гэтая сацыяльная, вайна супраць сацыяльных сетак, ці яна мае поспех у беларускай прапаганды, у беларускіх інфармацыйных ваяроў? Безусловно, мы должны доводить правдивую информацию всеми доступными для нас способами, методами. Если это может быть YouTube, Threads, там, не знаю, TikTok, отлично, можно через TikTok. Главное, чтобы информация эта шла, и люди ее... Если человек, вы сами понимаете, как работают алгоритмы, человек где-то остановился на пару секунд, посмотрел, а значит, что сами алгоритмы будут дальше ему предлагать эту информацию. Это очень важно на сегодняшний день, потому что в условиях тех, которые есть в Беларуси, пока условно есть интернет в Беларуси, то это нужно максимально использовать. Яшчэ, напэўна, ёсць у нас апытанне на эту тэму. Ці карыстаецеся вы соцсеткай Threads? Акурат на соцсетку Threads звярнуў увагу прапагандыст ТУР, і мы запыталіся ў нашых гледачоў. 49% кажа, што выбірае іншыя соцсеці, і толькі 10% кажа пра тое, што карыстаецца соцсеткай Threads актыўна 12 час ад часу. 29% увогуле адказалі, што не карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі. Тут мы акурат кажам, што YouTube таксама можна залічыць да сацыяльных сетак, таму паўстае пытанне, чаму столькі прагаласавала. Калі ж агулам казаць пра інфармацыйную вайну, якая фактычна ідзе, перамога на чыім баку, на вашу думку? Сложно сказать. Скажу так, в Threads меня нету, подумаю. Может быть, заведу аккаунтом. Но если по соцсеткам, то я, кстати, анализировал, я делал последние 2 поста в Фейсбуке, очень огромное количество ботов налетело. И я обратил внимание, что там были якобы просто... Да, в том числе, и там было огромное количество ботов, и боты якобы из Беларуси, и благодаря тому, что под рукой есть базы данных паспортные и система распознавания лиц, я посмотрел, что это за Беларусь. И у меня сложилось такое стойкое впечатление, что режим просто-напросто, если так простыми словами, уводит аккаунты у пенсионеров,
потому что там половина это пенсионеры, которые там были какими-то воспитателями в садиках, дворники, ранее судимые. И дальше они уже говорят о каких-то геополитических вопросах, будто они в этом очень сильно как бы разбираются. И создается такое впечатление, что да, вот обычные белорусы просто пишут и негодуют от всего происходящего. И здесь необходимо всем нам консолидироваться и максимально доводить информацию. У нас есть блогеры, у нас есть те же самые, там, не знаю, там, телеграм-каналы, у нас есть большие СМИ. И всеми возможными способами мы должны доводить информацию, которая нужна здесь и сейчас. Рассказывать о ситуации, анализировать происходящее и объяснять белорусам, что причиной всех этих проблем, которые есть сейчас, которые были и которые могут быть в будущем, является именно режим Лукашенко.